Я научный сотрудник отдела краеведения Анапского археологического музея Сихов Сергей Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о исконных жителях нашего района и вообще этой части Краснодарского края. Вообще Анапа город очень древний. Первые письменные упоминания о ней относятся к VI веку до нашей эры. Это записки древнегреческого мореплавателя, астронома и географа Гекатея Милецкого. К тому времени, когда греческие мореплаватели начали заселять побережье Азовского и Черного морей, строить здесь свои города-порты, они столкнулись с тем, что эти земли занимали многочисленные племена миотов и синдов. И здесь стоял на месте нашего города крупный портовый город Синдика. Племена миотов, которые занимали очень большую территорию от реки Кубани до главного Кавказского хребта, делились на многочисленные племена, или скорее да, кланы. Они разговаривали на одном языке, который сейчас называется адыгейским. Назывались они миотами, различными народами назывались по-разному, зихи, гениохи и так далее. Но сами себя они называли адыгейцы. И разговаривали эти племена на одном языке. Значит, греческие поселенцы, которые начали селиться в большом количестве здесь, на берегах Черного Азовского морей, предпочитали не воевать с местными племенами, а предпочитали торговать с ними. Шла очень выгодная для обеих сторон меновая торговля. Греки вывозили отсюда в большом количестве товары сельхозназначения, которые производились местными племенами. В первую очередь это многочисленные зерновые, воск, мед, кожа, меха, ценные породы деревьев и так далее. Привозили сюда изделия из металлов и металла в основном. Привозили сюда свое вино, ткани, керамику, которые тоже на порядок были лучше изделий местных племен. Племена адыгов, значит, занимавших эту территорию, постоянно враждовали между собой, и именно поэтому так и не сумели создать своего государства. В XII-XIII веках сюда пришли генуэзцы, это итальянский союз торговых городов, которые начали вытеснять отсюда греков фактически. Но сами были вытеснены в начале 15 века турками. Тем не менее, все это время земли эти занимали коренное население адыги. Пришедшие сюда турки в 15 веке стали называть их черкесами. Поэтому сейчас достаточно трудно отличить названия адыги, черкесы и так далее. Многие племена называют себя черкесами, многие адыгами, кабардинцами и так далее. То есть по названию своих клановых, скажем так, названий. Они насчитывают до 16 кланов с различными наименованиями, но говорящих на одном своем адыгейском языке. Значит, культура адыгейцев была достаточно высока, тем более, что они постоянно, скажем так, торговали здесь с многими европейскими народами, которые здесь селились, торговали, прибывали сюда, значит, с товарами и так далее. Русско-Кавказская война положила, в общем-то, скажем так, конец проживанию адыгейцев на этой территории. Постепенно, в течение нескольких десятков лет, русские войска, пользуясь враждой адыгейцев между собой, значит, вытеснили адыгов с побережья Черного моря, выселили их из гор, куда те скрывались постоянно после каждого поражения от русских войск. И в 1862 году, окончательно уже, вернее, в 1864 году, адыгейцы в большинстве своем эмигрировали в Турцию и другие мусульманские страны. Сейчас адыгейцы проживают у нас в 3 республиках. Это республика Адыгея, непосредственно на территории Краснодарского края. Это республики Карачаево-Черкесия, где проживает большинство черкесов, то есть адыгейцев, и республика Кабардино-Балкария, где опять-таки больше 80% населения это адыги. Именно этот народ является, скажем так, основополагающим народом в нашем районе и вообще в западной территории Краснодарского края. Но об адыгейцах можно рассказывать очень много. Дело в том, что это был очень воинственный народ. Но вот эта вот постоянная их война междоусобицы, война с крымскими татарами, которые постоянно нападали на южные и западные земли Адыгеи, очень сильно, значит, разрознила эти народы, и именно поэтому они так и не смогли создать своего
государства. Последним, кто пытался создать адыгейское государство, был Сефербей Заноко из рода знаменитого князя Инала. И именно здесь, в Анапе, он пытался сделать столицу Адыгеи. Его родовой аул – это поселок Сукон нынешний. Так вот, именно оттуда происходил последний из князей нашего района, можно сказать. Расселены они были здесь достаточно широко. Станица Натухаевская, это бывший аул, значит, даже здесь вот Суворово-Черкесский, так называемый поселок, это был княжеский аул, князей Шеретлуковых. То есть достаточно широко они здесь проживали, не подчинялись фактически Турции, хотя были на картах Турции внесены в пределы Османской империи. Фактически же они не платили даже частенько налогов, только вели активную торговлю с турками и признавали турецкого султана своим духовным лидером после того, как приняли ислам.